В мире появляется все больше и больше новых реалий, вещей, понятий. Все это влияет на духовное состояние человека, а значит, на его взгляды на жизнь, на его благополучие. Задача государства не только создание физического комфорта для гражданина, но и забота о его духовном здоровье и силе. В последнее время в Кыргызстане стали все больше обращать внимание на образование и воспитывать молодежь. А про среднее и старшее поколение, похоже, забыли. Сегодня на презентации плана мероприятий по реализации концепции духовно-нравственного развития и физического воспитания личности на 2021-2026 годы госсекретарь Сунбек Касмамбетов отметил, как важно подавать пример, а не только воспитывать молодежь. Для этого основные усилия должны быть направлены на все поколения, молодые и старшие. Для того, чтобы внести свой вклад в развитие страны, мы обязаны формировать образ кыргызского гражданина, духовно богатого, здорового, образованного, разбирающегося в истории наших предков, уважающего традиции и чужие верования, а также чтящего межнациональные отношения, многоязычие и защищенного от внешнего и внутреннего негативных влияний. Для того, чтобы сформировать современного, но духовно богатого и в то же время верного традициям кыргызстанца, и был подписан указ о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности. А в июле 2021 года была утверждена концепция о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности. Для решения сложившейся ситуации с духовной бедностью в обществе, проблем со здоровьем и образованием, научно-исследовательскими институтами, культурными организациями, средствами массовой информации и так далее, должна системно вестись разъяснительная и воспитательная работа. Детальный план проведения разъяснительно-воспитательной работы представил уже министр культуры, информации, спорта и молодежной политики. План на ближайшие 4 года состоит из 4 основных задач и 11 частей. Каждая из них включает конкретные мероприятия в соответствующих областях. Кроме этого, рассчитаны финансовые затраты на реализацию концепции. Особое внимание будет уделено здоровью граждан, а также физическому воспитанию и духовному обогащению, а также нравственному развитию. Информация о реализации концепции духовно-нравственного развития и физического воспитания личности будет размещена на специальном портале. В мероприятии приняли участие руководители государственных органов, органов местного самоуправления, общественные и культурные деятели. Екатерина Такамбаева, Нурдан Крыбеков, Пирамида.